للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Да примет Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля все благое, что мы совершаем, воздаст нам в многократном наилучшем размере, сохранит нас, близких нам людей от смут и бед этого времени. Конец учебного года мы знаем, и каждый родитель обеспокоен тем, куда же устроить своего ребенка, чтобы он получил достойное образование, чтобы в будущем его ребенок не нуждался, чтобы он нашел себе хорошую профессию. Об этом каждый родитель думает. И каждый родитель тратит огромные средства, чтобы его сын или же его дочь, чтобы они жили достойно, чтобы они получили достойное образование и в будущем, чтобы они стали теми людьми, от которых идет польза и от которых нет вреда. Мы знаем, как религия Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля уделяет огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в досточтимом хадифе говорил, что самое лучшее, что человек может дать своему ребенку, это правильное, хорошее воспитание. И мы видим, что воспитанный человек, в какой бы сфере он ни работал, будь он чиновником, будь он простым человеком, где бы он ни был, с кем бы он ни был, он показывает лучшие черты характера, он показывает набожность, он показывает справедливость. Именно воспитанный человек, от него нет вреда. И огромное внимание наша религия уделяет благонравию, наша религия уделяет внимание воспитанию, понимая все это. Неоднократно мы с трибун, с минбаров мечети слышим, что родитель обязан дать достойное воспитание, что родитель должен дать достойное образование, чтобы его дети были примером для подражания, чтобы они не были теми, кто позорит честь и достоинство своих родителей и также общества. И также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля обещал огромное воздаяние тем людям, которые уверовали в Аллаха, последовали за повелением Всевышнего Аллаха, остерегались от запретов, которых запретил Всевышний Создатель, сохранили себя с молодости от грехов. Аллах Всевышний уготовил им огромное воздаяние. Аллах Всевышний уготовил им рай и благорай. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, всю свою жизнь призывал нас именно к этому, чтобы человек подчинялся, чтобы человек поклонялся Всевышнему Аллаху Джалля ва Аля. Особенно в молодости. Как говорится, молодость – это корабль страстей. Именно в молодости человек хочет попробовать все, почувствовать все. И в этот период человек должен вооружиться знаниями о религии Аллаха Джалля ва Аля, чтобы не совершать грехи, чтобы не оказаться из числа тех, кем недоволен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Мы же знаем, какое вознаграждение Аллах Субханаху ва Тааля уготовил именно молодым, именно тем, в которых кипит страсть, есть шахват, есть любовь к мирскому, стремление к грехам, но они из-за боязни перед Аллахом, из-за покорности повелению Всевышнему Аллаху сохранили себя от этого всего, сохранили себя от грехов. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в общеизвестном хадифе, который очень часто мы приводим, цитируем,
призывал нас, чтобы мы ценили молодость, пока не наступила старость. Вот вы являетесь свидетелями, как многие наши аксакалы, взрослое поколение, приходя в мечеть, они восхищаются теми людьми, которые получают урок в мечети. И они говорят: если бы эти времена были в наш период, если бы двери мечети были бы открыты в наш период, когда мы жили, непременно я обучался бы Корану, обучался бы намазу, обучался бы религии Аллаха Джалля ва Аля. А сейчас, когда уже в возрасте, в преклонном возрасте, нету памяти, нету зрения, нету здоровья, чтобы полноценно совершить богослужение, совершить полноценно суджда, полноценно рукор и так далее. Вот взрослые люди, вот бывает, как они со слезами на глазах рассказывают, что они были лишены этой возможности. Даже когда проходят определенные уроки, летние курсы, или же ежедневные уроки, бывает, со стороны взрослый человек смотрит и со слезами на глазах говорит, что я потерял эту возможность. Они говорят, что я не могу полноценно совершить рукор, не могу совершить полноценно суджда, не могу сохранить омовение, так как есть определенные болезни, есть определенные проблемы со здоровьем, и что человек полноценно это не может сделать. А в молодости мы понимаем, Аллах Субханаху ва Тааля дает здоровье, дает хорошее понимание, дает разум. Человек хорошо все запоминает. Человек может выучить Коран, следовать Корану. А в преклонном возрасте уже эти возможности уже уходят от человека. Понимая все это, совет от мудрецов, совет от взрослого поколения, как завещал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, чтобы мы ценили молодость, чтобы мы ценили свободное время, пока не наступила занятость, чтобы мы ценили здоровье, пока не наступила болезнь, чтобы мы ценили наше положение имущества, пока не наступила нищета, бедность. И понимая все это, вот мы стараемся, уважаемые братья, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Понимая, что у нас есть определенные ошибки, оплошности, упущения в молодости, да и не только в молодости. Мы иногда в васия завещаем своим детям, чтобы они были лучше, чем мы. И также вот сейчас такое время, вот когда, как я говорил ранее, особенно вот подрастающее поколение, вот им почему мы внимание уделяем? Почему мы говорим о них? Как говорится, молодость – это корабль страстей. И молодой человек видит огромный соблазн. Соблазны от вседозволенности, открытость. То есть нету определенных таких помех для совершения греха. Если, конечно, мы не обучены в религии Аллаха Джалля ва Аля. Если, к примеру, мы не будем говорить о пагубности наркомании, если мы не будем говорить о том, что Аллах Всевышний запретил употреблять, выпивать алкоголь, Аллах Всевышний запретил внебрачные связи, зина, Аллах Всевышний запретил разрыв родственных отношений. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля повелевает нам, чтобы мы были благонравными, сохраняли хукук, сохраняли права соседей, родных, близких, братьев и так далее. Если в это мы не будем вкладывать с раннего возраста, если это не будет знать человек, то вероятность, что он будет совершать грехи, вероятность большая. В большинстве случаев, что человека останавливает от совершения греха? Вот что его является барьером между ним и грехом? Это понимание, что это является грехом.
Это понимание то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Творец всего сущего, это запретил. Понимая это, понимая, что это является грехом, понимая, что есть определенное наказание Всевышнего Создателя Джалля ва Аля, будь он молод или же в преклонном возрасте, человек останавливается. Человек не совершает этот грех. И более того, чтобы мы понимали, величайшие ученые, рахматуллахи алейхим, они говорили, какая же польза от наслаждений, которые ты получаешь при совершении греха, если они временные. Совершил грех, получил определенное наслаждение, все. У этого наслаждения есть начало и есть у него конец логический. И также говорили, какое же благо воздерживаться от грехов, понимая вознаграждение Всевышнего Аллаха, что она вечная. То есть человек захотел совершить грех, человек захотел сделать какую-то ошибку, оплошность, и его останавливает знание, что это харам. А ведь воздержаться, когда человек воздерживается от запрета, за это тоже Аллах Субханаху ва Тааля дает ему вознаграждение. И какое же благо, говорят ученые, когда ты воздерживаешься от совершения греха, понимая, что это грех, понимая, что это нельзя, и понимая, что наслаждение за это будет вечным. Иншаллах, это рай. И все блага, которые Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уготовил для верующих людей. Для верующих, те, которые уверовали во Всевышнего Аллаха и совершали благие деяния. И вот мы каждый год мы говорим, мы объявляем и еще будем говорить, иншаллах, что практически в каждой мечети, практически даже в квартальных мечетях проходят летние курсы. Летние курсы, где обучают наших детей основам религии Аллаха, обучают намазу, этике, поведению, как верующий человек должен вести в семье, в обществе, в коллективе. И эти уроки проходят в мечетях. И будет более правильным, если мы переживаем за своих детей, если мы переживаем за свое будущее, чтобы мы дали им это воспитание, чтобы мы дали им это образование. Иншаллах, ближе к этим летним курсам планируем, иншаллах, с 3 июня до 15 августа у нас также в центральной джума мечети будут проходить эти летние курсы. Просим вас отправить ваших детей, чтобы и вы, и ваши дети получили максимум пользы. Да поможет нам Всевышний Аллах истинно видеть истинные исследователи, и да сохранит нас Всевышний Аллах всего плохого. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.